В столетие геноцида осетинского народа Юго-Осетинский государственный университет по инициативе ректора запустил музыкальную композицию 1920, передающую всю боль нашего народа и в то же время с установкой на то, что вопреки жизнь продолжается. За короткий промежуток времени композицию прослушали тысячи человек. Также перепостили и ставили на свои сторис десятки людей. Наш сюжет с ребятами, которые реализовали идею и создали уникальное по сути произведение. В музыкальной композиции 1920 можно прочувствовать связь поколений в течение 100 лет. Варианты и наиболее верные решения подачи были не раз проработаны и обыграны творческой группой молодых, креативных, талантливых патриотов Осетии во главе со Скифом Базаевым. Ребята над треком 1920 работали не в Цхинвале. И хоть с Юго-Осетинским государственным университетом их разделяли многие километры, съемочная группа Йогу ТВ вышла с ними на онлайн-связь, чтобы поговорить о процессе работы над композицией. Добрый день, Скиф, Давид, Григорий, рада вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Рада нашему знакомству. И прежде чем перейти непосредственно к треку, хотелось бы узнать подробности вашей деятельности. Какую музыку вы создаете? Мне очень приятно сегодня приветствовать вас. Мы со Скифом находимся в садике Академии художеств в самом центре Петербурга. И за нами стоит памятник Костахи Тагурову, который здесь жил и учился, и творил. К сожалению, мы находимся не на родине сейчас из-за понятных и всем известных условий. Композиция, она, можно сказать, создана в нескольких... это синтез нескольких музыкальных направлений, таких как вот с моей стороны это и классическая скрипка, и ее сестра старшая Кисенфендер, которые звучат в треке. Это и электронная аранжировка, обрамление всей этой картины, которая вот наш товарищ Скиф сделал, оформил. И это мотив, красивая мелодия, которая была придумана, которая очень характеризует и осетинский, как сказать, дух, написанное нашим товарищем Давидом. Мы добавили даже, я бы сказал, несколько кинематографичности, да, то есть для многих эта музыка, они ее называют саундтреком или трейлерной музыкой, но на самом деле это такая атмосферная, то есть мы придали такую атмосферность, да, как в эпическом кино или, может быть, вообще в экшн-фильмах, но это действительно сплав такой получился, то есть Гришик, он придал больше эмоций своей живой скрипкой и, конечно же, Кисенфендером, а мы просто уже смогли это оформить и донести до нашего слушателя. Вот. И мы надеемся, что серия, может быть, далее какая-нибудь, или, может быть, будет продолжение. Но в данном случае вот этот трек, он был инициирован ректором вами любимого университета, Вадимом Тедеевым. Вот. И он послужил отправной точкой и толчком для того, чтобы мы воссоединились, запустили этот процесс и создали, пусть, может быть, пока что первое, но, по крайней мере, хорошее и чувственное произведение. Я попытался мысленно перенестись в это время, в 20-е годы, и параллельно пытался что-то играть на клавишах. И вот через мысли, через, так сказать, импровизацию родилась данная мелодия. Было много вариантов, как ее оформить, но в итоге мы решили оставить вот конечный вариант. Общаясь со Скифом Базаевым, Григорием Татаевым и Давидом Тимираевым, было ясно, они одержимы своей работой, где превалирует патриотизм и профессионализм. Есть ли у вас какие-то планы, не знаю, организовать концерт здесь, в Южной Осетии? Я бы хотел позволить себе исполнить вот достаточно такую серьезную осетинскую музыку. Кисенфендер. Я считал, что
это произведение не должно быть слишком трагическим и не должно заканчиваться на трагических нотах, так как, несмотря на то, что произошло такое, все-таки жизнь, она смогла продолжиться, и юг Осетии снова расцвел, понимаешь? И даже я вот от себя хочу сказать, я когда летом на машине приезжал, и проезжал мимо вашего университета, то Ирунова Лажизарда Борухси. Было очень приятно, что так красиво все, то есть есть условия, да, какие-то появились, то есть я в сравнении с тем, что было, конечно, особенно после 2008 года. Видеоряд композиций в кратчайшие сроки был создан Йогу ТВ. В нем использованы кадры Йогу ТВ, а также картины известных осетинских художников Лаврентия Косоева, Георгия Габараева, Тамерлана Цхавребова, Рудольфа Бегулаева. Композицию можно прослушать на всех официальных музыкальных площадках.